образования граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Организатор данной встречи — Якутский региональный совет сторонников партии «Единая Россия». В встрече принимает участие Москвитин Степан Иванович, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Калашникова Елена Виссарионовна, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Платонов Руслан Михайлович, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Лукина Василина Павловна, заместитель председателя Якутского регионального совета сторонников партии «Единая Россия», советник ректора Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Меня зовут Петрова Марьяна Ильинична. Я являюсь директором Института непрерывного профессионального образования Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Буду модератором нашей встречи. Слово предоставляется Василине Павловне. Спасибо, всем добрый день. Мы сегодня проводим уже вторую встречу с населением по нацпроектам. Планируем еще до октября этого года провести 10 таких встреч по темам уже других национальных проектов. На прошлой неделе мы встречались с предпринимателями по нацпроекту по предпринимательству. Также Министерством предпринимательства, торговли и туризма была предоставлена информация о том, как реализуется нацпроект в нашей республике и какие планы до 2024 года. Наши предприниматели очень активно выступали с вопросами, с предложениями. Все предложения мы записали и планируем, что после проведения всех наших 12 таких встреч проведем еще контрольные, повторные встречи с органами власти, которые отвечают за реализацию нацпроектов, и уже пройдемся по тому, как реализуются предложения, которые озвучены предпринимателями, и учтены ли данные предложения. Поэтому сегодня, если у вас будут какие-то предложения, то активно, пожалуйста, принимайте участие в беседе, и ваши предложения все будут зафиксированы. И также в конце года мы совместно с Госкомзанятости пройдемся по реализации поступивших предложений. Спасибо. Спасибо, Василина Павловна. Далее переходим к основному докладу, затем перейдем к обсуждению. Будут вопросы, обязательно задавайте. И для выступления с информацией о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предоставляется Москвитину Степану Ивановичу, председателю Госкомитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Спасибо. Уважаемые участники встречи, так, действительно, сегодня в целом по стране в рамках федерального проекта «Старшее поколение» по линии Государственной службы занятости реализуются мероприятия профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования граждан предпенсионного возраста. Но вы все знаете и понимаете, что это значит связано с тем, что в прошлом году было принято решение о повышении предпенсионного возраста. Так, и сегодня у нас, можно сказать, законодательно появился такой контингент людей, как граждане предпенсионного возраста. Так. Этим гражданам со стороны государства предоставляются определенные преференции с точки зрения того, чтобы и президент страны об этом говорил, необоснованно, нельзя, увольнять граждан предпенсионного возраста. Сегодня организуется в целом в целях, закрепления или повышения квалификации и с целью трудоустройства, если потерял человек работу, гражданин предпенсионного возраста, именно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Так. В целом, надо сказать, что Минтрудом Российской Федерации спущены определенные нормативы и финансовые ресурсы на обучение определенного контингента людей, количества людей по субъектам Российской Федерации. Вот Минтрудом Российской Федерации определено, что
в нашем регионе, в республике, должно быть обучено не менее 387 человек. Так? Но мы все понимаем, что это не так много, по большому счету. Так? Мы провели социологический опрос, и желающих получить граждан предпенсионного возраста именно профессиональное обучение или повысить квалификацию гораздо больше, их порядка по нашим социологическим значит, исследованиям более 600 человек по большому счету. Да? Поэтому значит, нам на сегодняшний день этих ресурсов может быть даже и недостаточно. Так? Ну, это наша работа, работа связана с тем, чтобы увеличить данный показатель. Ну, уважаемые, значит, участники, хочу, значит, вас проинформировать, и было бы хорошо, если бы вы эту информацию доводили и до своих близких людей, коллег и так далее. Сегодня у нас существует в целом 3 механизма. Это первый механизм, это через центры занятости населения. Вот люди, которые потеряли работу, люди, которые не имеют на сегодняшний день, ну, являются безработными или незанятыми гражданами, да, они обращаются в центр занятости. А кто такой человек предпенсионного возраста? Человек предпенсионного возраста – это человек, которому до выхода на пенсию еще остается 5 лет. Так, если у нас на 5 лет повысился, значит, ну, возраст выхода на пенсию, сегодня в Якутии женщины выходят в 55 лет, а мужчины в 60 лет, то за 5 лет до выхода он уже считается человеком предпенсионного возраста и имеет право, значит, вот на эту государственную поддержку. То есть первый механизм – это человек, который обратившийся в центры занятости, есть там специальные в каждом районе, в каждом муниципальном районе у нас есть центр занятости, он обращается туда. Есть человек, который прикреплен, существует консультационный пункт именно для этих граждан, так, и выбирает ту или иную профессию, по которой он хотел бы, значит, пройти обучение или переобучение. Так. Но это переобучение в среднем составляет до 3 месяцев. Так, стоимость обучения она варьируется от 20 до 65 тысяч рублей, выделяет нам федеральный бюджет. Так. Вот по данной линии, то есть люди, которые обратились, проявили инициативу, услышали, изъявили желание, значит, пройти обучение через центр занятости, у нас на сегодняшний день порядка 287 мест есть. Так? Но это не говорит о том, что это вот предел. Так? Это может быть и больше, если у нас будет экономия по, значит, по финансовым средствам. Но я думаю, что она будет. Так? Второе направление – это направление по линии работодателей. То есть те предприятия, это крупные предприятия, средние, небольшие предприятия, да, которые имеют в своем коллективе людей предпенсионного возраста, так, и которых они хотят закрепить, по большому счету, на работу, да, они их направляют на переобучение или на повышение квалификации. Так. Тогда, значит, мы с этими предприятиями заключаем договор, так, и возмещаем им затраты, на которые эти работодатели понесли, обучив своего работника. Тем самым, значит, человек, конечно, будет закреплен и будет продолжать работу. Это вот второй механизм, по которому мы ведем уже обучение граждан предпенсионного возраста. Ну и третий механизм, он наиболее такой свободный. Это, вы знаете, есть движение WorldSkills Russia, да? Так, по линии Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Ну, в целом WorldSkills работает с Министерством образования. Так. По этой линии, значит, любой гражданин, который желает повысить квалификацию, пройти обучение, он должен зарегистрироваться на этом сайте, так, пройти экспресс-тестирование, минимальное тестирование, выбрать профессию какую-то, да, и, значит, заключить договор. У нас на сегодняшний день в республике вот Союзом WorldSkills аккредитовано, ну, можно сказать, да, 9 образовательных организаций, в том числе и сельхозакадемия, в том числе Северо-Восточный федеральный университет и ряд техникумов и колледжей Республики Саха-Якутия.
Так, по этой линии тоже они могут пройти обучение. Так, вот человек, который проходит это обучение, он получает стипендию. Она сегодня равняется минимальному размеру оплаты труда и составляет 11 280 рублей плюс районный коэффициент. Так, если это в Нижнеколымском, где 2,0 тонн, там стипендию получает в районе 22 тысяч рублей. В городе Якутске она составляет порядка 15-16 тысяч рублей, эта стипендия. Так, теперь, какие же профессии? Да, вот перечень профессий, именно акцент делается не лишь бы обучить. Так, сегодня Госкомитет ведет изучение рынка труда, так, прогнозируем те профессии, те специальности, которые будут востребованы на рынке труда. Но надо вместе с тем понимать, что граждане предпенсионного возраста – это такой особый контингент, люди, которые уже имеют стаж работы, да, он отличается, конечно, от молодых специалистов, так, поэтому люди, которые уже где-то отработали, так, уже или продолжают работать. Поэтому именно профессии и специальности, направления подготовки, они несколько отличаются в целом, ну, если говорить в целом, так. Мы большой акцент, конечно, делаем на социальную сферу, можно так сказать, да, ну, например, это в сфере образования, педагоги проходят повышение квалификации. Это в сфере здравоохранения, это тоже то же самое, да, на медсестер, там и на повышение квалификации они направляются, да. Очень такие востребованные, как государственные муниципальные закупки на сегодняшний день специалисты, очень востребованы во всех организациях. Это 1С, бухгалтерия и так далее, и так далее. То есть все профессии, в которые аккредитованы образовательные организации, так, этим профессиям и специальностям мы на сегодняшний день обучаем. Но сегодня этот процесс у нас идет, да, действительно, данное направление, оно утверждено постановлением правительства Российской Федерации, и дорожная карта, которая разработана именно постановлением правительства Российской Федерации, предполагает, что обучение должно начинаться с 1 июля от текущего года. Тем не менее, мы эту работу уже ведем, и многие субъекты тоже уже с опережением идут. На сегодняшний день у нас обучается по этой линии 25 человек, но я думаю, что основной вал пойдет сейчас уже в июле, в августе, и до конца года мы, безусловно, значит, эти взятые обязательства мы выполним. Так, ну и самое главное, конечно, нам необходимо больше информировать население, чтобы население об этом больше знало. Так, поэтому с этой целью я благодарю организаторов, что я предоставили такую вот площадку для того, чтобы мы могли рассказать вот, и ответить на ваши вопросы. Но в целом, вкратце, если по основной информации у меня все. Елена Васильевна, если есть что добавить, пожалуйста. На вопросы, да? Хорошо. Если есть вопросы, уважаемые участники совещания, да, мы готовы отвечать. Хорошо. А вопросы потом, да? После выступающих тогда. Хотелось бы спросить, Степан Иванович, есть, кроме этого проекта, есть проект, и он называется «Производительность труда и занятость». Работает ли этот проект в Якутии или будет работать? Или если будет работать, то когда? И какие цели, задачи представляет данный проект? Ну, в общем, этот проект ведет Министерство экономики Российской Федерации в целом, и, соответственно, наше Министерство экономики здесь региональное. Так, суть данного проекта заключается в том, чтобы поднять производительность труда на конкретных предприятиях. Так. Здесь, значит, идет отбор предприятий, их должно быть не менее 20 предприятий, которые будут участвовать в проекте. Суть заключается в том, чтобы, значит, во-первых, с точки зрения управления этим предприятием пересмотреть механизмы, так, то есть это чисто управленческие механизмы, менеджмент организации, да. Второе – это технологическое перевооружение предприятия. Так, мы предполагаем, что если есть технологическое перевооружение, так, и рабочие места, ну, скажем, рабочие руки заменяют какие-то
механизмы роботизированной системы, то происходит освобождение вот уже конкретно людей. Да? С этой точки возникает необходимость поддержки системы занятости. То есть этих людей, которые будут освобождаться по объективным причинам, мы должны будем чему-то переобучать, новым технологиям и так далее. Также наша задача заключается в том, чтобы через центр компетенции мы должны будем переобучать этих людей новым навыкам, новым знаниям. Ну, это если говорить в общем числа, да, в общем порядке. Этот проект у нас должен заработать с 2020 года, со следующего года. Сегодня идет подготовительная работа к участию к этому проекту. Так, я думаю, что со следующего года мы более и с участием Министерства экономики, я думаю, отдельно мы должны обсудить этот вопрос. Спасибо, Степан Иванович. Как раз в этом году в рамках, в планах этого года в Якутской госсельхозакадемии будет создана демонстрационная площадка для работников общественного питания. Мы сейчас отрабатываем именно по всем специалистам, которые будут непосредственно, независимо будут сдавать экзамен у наших компетентных преподавателей. Спасибо, Степан Иванович. И хотелось бы тогда вопрос, да, Руслану Михайловичу. Есть ли какая-то связь к занятости, если студенты проходят стажировку или практику, и хотелось бы узнать. Добрый день, уважаемые участники круглого стола, может быть, встречи информационно-разъяснительной. Спасибо организаторам за такую встречу, за приглашение. Хотелось бы, конечно, чтобы Единая Россия росла и крепла, но сегодня мы здесь видим мало людей, и то половина студенческие отряды. Хотелось бы более качественно работать. Это как бы мое предложение. Здесь, например, когда мы затрагиваем вопросы старшего поколения и третьего возраста, мы хотели бы увидеть совет ветеранов, возможно, третьего возраста, серебряных волонтеров. Много же у нас их. И тогда более бы, и, наверное, делать не здесь, а более таких демократичных местах, может быть, в ДК Кулаковского или каких-то общественном центре. Вот, в глубине души у меня вот такое. Руслан Михайлович, вот прямо сейчас идет прямая трансляция встречи на сайте ЕСИА. Очень хорошо. Также запись будет сохранена на сайте. И жители наших улусов, те, кто сейчас работают, не смогли подойти, они смогут услышать информацию, которая была озвучена Степаном Ивановичем. И именно поэтому выбрана данная площадка, потому что именно на площадке Сахамедиа есть возможность транслировать встречу напрямую через сайт ЕСИА. Хорошо, я понял. Ага. Главное, чтобы эффект был от этого проекта. Во всех мероприятиях, во всех проектах партии участвовали, и не первый год участвуем и будем участвовать. И хотелось бы немножко поблагодарить тут Степана Ивановича за его работу и вообще весь Госкомитет в целом, потому что они ведут колоссальную работу по улусам, в том числе и по промышленным предприятиям Южной Якутии. Сколько мы наблюдаем, как Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. И в марте месяце мы с Степаном Ивановичем встречались по поводу нового проекта «Стажировка и практика». Я немножко озвучил, что есть такой проект в рамках года консолидации 2019 года, что не только выпускники, только что закончившие вузы и СУЗа, а те молодые люди, которые у нас сегодня живут в населенных пунктах нашей необъятной республики, которые когда-то получили образование среднее, специальное, может быть, высшее образование, но не смогли пробиться. Есть же таких много же. По всей стране, по всей республике это же есть, это надо признать. И я выступил с инициативой оргкомитету года консолидации о том, чтобы начать пробовать хотя бы такие проекты: государственная практика и стажировка. То есть
может быть, молодые матери, которые вышли из декретного отпуска, но не смогли по факту сейчас найти работу. Но они очень хорошие экономисты, очень хорошие бухгалтера. Или молодые люди, которые в свое время проходили учебу, закончили учебу в средних специальных учебных заведениях, освоили практику водителя фронтального погрузчика, трактористов и бульдозериста. Но они, так как в ЛУСах нету такого большого количества рабочих мест, и они каким-то образом сейчас не могут найти. И в рамках этого проекта мы с Степаном Ивановичем еще, я думаю, вернемся к этому вопросу. И хотелось бы, чтобы общий банк резерв списков предприятий как-то организовать, или уже есть в резерве Госкомитета. И вот так вести работу уже с главами районов, городских округов города Якутска. И начать вот эту хорошую практику. Сегодня я как член Горкомитета года консолидации, не как первый замминистра по делам молодежи, а как член года консолидации именно продвигаю эту идею, и мы это в скором времени обязательно сделаем. Немножко расскажу из истории. Позапрошлом году, когда я руководил округом города Якутска, мы проводили у себя в округе трехмесячники ярмарки вакансий. Мини-ярмарки вакансий именно в округах. Потому что большая ярмарка вакансий — это очень глобально, тут люди особо не знают, а мы адресно по подъездам, по старостам домов, по управляющим компаниям отправляли объявления, и в течение 3 месяцев, каждое 15 число, мы проводили мини-ярмарку вакансий. Мы встречались с Степаном Ивановичем и Марией Трофимовной, когда в позапрошлом году в Кружале вы открывали большую ярмарку. И я там выступил с этой идеей, чтобы бросить клич, может быть челлендж по всем округам города Якутска, чтобы каждый глава у себя в округе проводил такие трехмесячники. Инициатива была поддержана, но в связи с тем, что я там уже больше не работаю, этот проект остался. Хотелось бы, чтобы этот проект там продолжили, потому что люди хотят найти работу, большинство в своем округе. Рядом, близко, потому что у нас, например, в округе 178 предприятий. Прошерстили весь список наших предприятий, и там нашли мы около 140 вакансий. Ныне актуальных было в то время. И 40 человек в первый же день нашли работу. Это начиная с аэропорта Якутска, заканчивая полярными авиалиниями, и Оптимист Профи, и большие вот эти торговые центры. И такие проекты, я думаю, хорошо бы проводить и по всей республике сейчас, по городским округам. Тогда бы мы действительно флаг Единой России высоко подняли бы реальными делами. У меня все, спасибо. Да, можно добавить. Ага. Спасибо, Руслан Михайлович. На самом деле, конечно, Руслан Михайлович очень актуальную тему затрагивает, и вы тоже, да? Вопрос по трудоустройству молодежи. Вот я смотрю, сидят студенты, наверное, да, выпускники. Так? Мы все понимаем и об этом очень много говорим, постоянно говорим, ну и реально работаем, конечно, да, с точки зрения того, что молодым, свежеиспеченным выпускникам на сегодняшний день найти работу на самом деле непросто. Именно по специальности. Если мы говорим, что они закончили технические, там, геологи, геофизики, строители там, и так далее. Сегодня крупный бизнес – это частный бизнес. Да, у них стоят совершенно конкретные задачи – это извлечение прибыли. Так, и как он извлекает прибыль, это, конечно, это его, как говорится, дело. Да? Поэтому он не хочет и не заинтересован тратить свое время, ресурсы на то, чтобы воспитывать молодого человека. Так, если раньше было понятие стажировка, прикреплялся наставник, и вот вели молодого человека и трудоустраивали. На сегодняшний день такого нет, к сожалению. Ну вот вы знаете, что ОНФ, да, они же организовали общее движение, так, стажировочной площадки. И мы с 2017 года с нашими партнерами, крупными работодателями, такими как Алроса, Колмар, Якутуголь и так далее,
организовываем вот эти стажировочные площадки. И сегодня мы все прекрасно понимаем, если молодой человек, студент, старшекурсник не проходит государственную практику, так, не стажируется на этих предприятиях, так, ему трудоустраиваться и закрепляться очень сложно. Поэтому именно стажировка и целевая практика производственная, она должна быть усилена. И, конечно, очень жаль, что нет здесь представителя Минобрнауки. Если бы был, да, тогда этот вопрос именно по молодежи, если мы говорим отдельно, может, это отдельная тема, просто Руслан Михайлович сейчас затронул ее, то через испытанные механизмы нам надо повышать именно закрепляемость и трудоустройства молодежи. А этот вопрос усугубляется в связи с тем, мы понимаем в целом, в связи с тем, что увеличивается пенсионный возраст. Так? То есть на рынок труда люди на пенсию не будут уходить, они будут продолжать работать. Рынок труда у нас все равно он ограниченный определенными рамками, да? И поэтому здесь не то, чтобы возникает конкуренция между молодежью и людьми старшего поколения, да? Но все-таки какая-то напряженность есть. Так? Места не так активно высвобождаются. Поэтому это вопрос очень актуальный. Так? Сегодня мы эту работу, конечно, ведем. Так, и я должен сказать, что и показатели у нас растут, хотя не так, как бы, может быть, и хотелось бы сильно, да, но тем не менее показатели растут. И большое спасибо, конечно, нашим работодателям, крупным работодателям, партнерам проекта «Местная кадровая промышленность», которые на сегодняшний день реально трудоустраивают молодых людей, да, выпускников наших вузов, которые закончили центральные вузы и учреждения среднего профобразования. Ну, добавлю, действительно, тема очень актуальная, интересная, подготовка молодежи к рабочим профессиям. Я сама начинала свою трудовую деятельность слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, и только потом стала мастером, потом инженером, старшим мастером. И действительно всегда в производстве стоит вопрос подготовки специалистов именно по рабочим профессиям. Всегда не хватает рук, не хватает компетентных специалистов, и как опыт показывает, их необходимо воспитывать у себя. То есть обычно к нам приходили на практику или на стажировку уже окончившие иногда вуз, иногда образовательную организацию среднего профобразования, студенты или молодые специалисты, и мы в первую очередь их принимали на стажировку 1-2 месяца, и только потом они становились слесарями. И здесь, конечно же, в свою очередь, сами молодые люди, молодые специалисты должны понимать, что если они хотят работать в производственных предприятиях, то необходимо сделать свой вклад, уделить время на свое профессиональное становление, это получить опыт во время практики, во время стажировки. Вот, допустим, сегодня у нас на встрече присутствуют студенческие отряды, и если студенты работают, учатся по техническим профессиям, то им необходимо задуматься о том, чтобы летом, работая в студенческих отрядах, работать именно по профилю. А не, допустим, часто бывает такое, то, что студенты учатся на инженера, а летом идут работать в педагогических отрядах. Да, есть такое же. Ну и возвращаясь к теме нашей встречи, вот Марьяна Ильинична подготовила такие буклеты интересные, информационные. Можно вот немножко информации именно для тех, кто сейчас смотрит в прямом эфире или потом посмотрит запись нашей встречи. Хотелось бы сказать, так как я являюсь директором Института непрерывного профессионального образования Института Якутской госсельхозакадемии, у нас мы обучаем студентов, слушателей, которые приходят именно по объявлениям. По линии Центра занятости мы уже работаем уже 2-й год, очень тесно. Здесь вам всем розданы такие вот брошюры. Здесь вы можете найти наши контактные телефоны, необходимые документы, для чего это надо. И здесь есть перечень направлений, это по профессиональной переподготовке, здесь их 10 штук.
студент, который учится у нас в сельхозакадемии, или другой студент, который учится по очной форме обучения, или специалист, который имеет уже диплом о высшем профессиональном образовании или о среднем профессиональном образовании, имея диплом, он может проучиться у нас и получить второе высшее образование. Здесь предоставлен перечень по 16 направлениям, это рабочие профессии. Здесь могут поступить у нас ребята уже 8, 9, 10, 11 классов. Здесь рабочие профессии, это слесарь, это электромонтёры, это повара, официанты, это кондитеры. Кстати, у нас наш ректор Иван Иванович Слепцов в прошлом году оборудовал очень большую лабораторию. Здесь у нас, да, центр занятости, они приходили, смотрели, и на этой базе мы в этом году будем открывать демонстрационную площадку для специалистов общественного питания. Ну, здесь дети учатся по таким специальностям, как кондитер, повар, официант. А также у нас есть операторы по искусственному осеменению, так как наши студенты, они должны получить рабочие профессии, не теряя времени, сразу по окончании учебы в ЕГСХ получить диплом о высшем образовании, а также свидетельство о рабочей профессии. И также есть здесь курсы повышения квалификации, их более 20 штук. Кто может платно на курсах обучиться? Бесплатно обучиться могут по линии центра занятости у нас женщины, которые сидят по уходу за ребенком до 3 лет. Они могут у нас обучиться по онлайн-курсам, так как у них возможности нет оставлять ребенка кому-то, да? Здесь тоже перечень дается, по каким направлениям можем обучить. И граждане предпенсионного возраста, как раз они могут к нам подходить, тоже обучиться. Да, тоже бесплатно за счет средств федерального проекта. Да. А сейчас переходим к обсуждению, вопросы, предложения. И напоминаю то, что у нас идет прямая трансляция по линии ЕСЯ. Есть у кого-нибудь вопросы, предложения? Можете подойти к микрофону. День добрый, участники сегодняшней встречи. Айсен Салуев, руководитель регионального штаба российских студенческих отрядов. Степан Иванович подробно объяснил вообще систему работы, да, все практически знают об этом. Именно трудоустройства и вообще занятости выпускников образовательных учреждений. И вообще касательно этого вопроса. Сейчас с госконсультацией мы в течение уже, конкретно я лично уже с прошлого года именно отрабатывали момент обучения рабочим специальностям студентов, бойцов студенческих отрядов, которые в летнем трудовом семестре будут работать именно по тем специальностям, которые они бы получили дополнительно, проходя обучение, которые как раз таки примерно такие же специальности, которые вы перечислили. Но как таковых студент не подпадает под понятие безработные граждане. Если в перспективе посмотреть, то студент выпускается, находит работу, кто-то не находит работу и все равно обращается к вам в качестве выпускника. А если мы начнем обучать студентов уже искорню рабочим специальностям, и давая тем самым им шанс… Мы это имеешь в виду вузы, да? Да? Мы это вуз будет обучать? Нет, вот сейчас вот докончусь. Именно искоренять, и чтобы они в дальнейшем уже могли не только по той специальности, которую они получили в образовательном учреждении, а по той, которую дополнительно получили, в дальнейшем трудоустраиваться, то есть даже не обращаясь к вам. Изначально обратившись к вам в качестве студента. Я именно к тому веду то, что повышение компетенций и получение квалификаций вообще во время студенчества, для студента это очень важно. Я сам стою, выпускник Северо-Восточного федерального университета в прошлом году, и я имею 2 специальности, это электромонтажник, электросварщик. Для меня это очень большой плюс. Для всех остальных студентов
эта практика тоже нужна. Но данная практика, которая на данный момент реализуется, ее недостаточно. Да? Мы в год обучаем 100, 150, 200 человек. Да? Если так, в перспективе, в масштабах посмотреть, то это практически капля в море. Да? И возможно ли как-то все это пересмотреть в госпрограмме госгосзанятости и внести какие-то коррективы по части обучения рабочим специальностям именно студентов, которые числятся в составе студенческих отрядов, которые бы работали в данной специальности и развивали нашу экономику. Спасибо. На самом деле, да, Исин задал очень актуальный вопрос, по большому счету. Да, сразу поясню. Действительно, мы по нашей программе и по федеральному закону о занятости населения у нас есть мероприятия активной политики занятости, в том числе обучение и профессиональное обучение безработных и незанятых граждан. Так? Но студент, обучающийся, он не является незанятым и тем более не является безработным. Поэтому под данную категорию не подпадает студент. Так? И если мы направим на обучение студента, то мы, конечно, будем отвечать за нецелевое расходование средств. Правильно? Поэтому в госпрограмме этого нет. Но вот активная политика – это переданные полномочия федерального субъекта, субъектам Российской Федерации. Так, это говорит о том, что эти мероприятия, если правительство решит, значит, что это да, действительно необходимо делать, и выделить на это деньги, то новое мероприятие, такое как профессиональное обучение молодежи, скажем, учащейся студенческой молодежи, так, это может быть. Действительно, вот выпускники высших учебных заведений, которые заканчивают и не имеют рабочей профессии, их взять на работу сразу инженерами там, и так далее, это сложно. Так? А есть очень хорошая практика Томского государственного университета, Томского политеха, которые как раз-таки по своей линии обучают своих студентов и дают профессию. Там есть компания «Газпром Трансгаз Томск», например, да, которая тоже обучает студентов-газовиков именно вот таким рабочим профессиям. Так? Если мы этот вопрос проработаем, я думаю, мы его давайте тогда возьмем в работу. Так? Нам самое главное оценить масштабы этой проблемы. Сколько человек желает получить рабочую профессию студентов высших учебных заведений. Речь же об этом идет. Правильно я понимаю? В целом, да? Речь об этом идет. Да. Это первое. Второе, вы можете обучаться по линии своего университета, Северо-Восточный федеральный университет. Там же есть институт дополнительного образования. Вы там обучаетесь, нет? Получаете такие профессии? Встану. Да, студенты, конечно, обучаются, но давайте учитывать то, что у студента в месяц стипендия составляет порядка 5-6 тысяч. Да? И, допустим, можем обратиться к тому же буклету, там стоимость 15 тысяч. То есть студенту приходится голодать 3 месяца. Это платное обучение, да? Да. Приходится, получается, просто экономить 3 месяца, чтобы 3 месяца обучаться и получить специальность. Понятно, да. Понятно, если тогда, Василина Павловна, вы как? Да? Запишите данный вопрос. Да, мы записали как предложение, как актуальное предложение. Спасибо за вопрос. Мы тогда уже в октябре обратимся уже к комитету, как учтено ваше предложение. Хорошо, спасибо. Ну и в дальнейшем как-то обучая студентов на льготных, либо на безвозмездной основе, было бы вообще отлично. Все понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы, предложения? Ага. Здравствуйте. Разрешите всех поприветствовать, участников встречи и слушателей данного интернет-ресурса. Меня зовут Николаев Сергей Прокопьевич. Я приехал из города Вилюйска. В данный момент являюсь слушателем курсов профессиональной подготовки Института непрерывного профессионального образования Якутской государственной хозяйственной академии. В данное время, последние 2 года, я практически сам, я имею высшее юридическое образование, проводил сокращение штатов. Как юрист мне поручали в 2017 году. Это у нас государственное бюджетное учреждение. В прошлом году я работал специалистом по кадровым вопросам муниципального образования. Там тоже. И хотелось бы всем слушателям порекомендовать воспользоваться данной услугой, которую предоставляет Госкомитет по занятости.
то, что вот оплачивают учебу людям, вот, которые испытывают трудности в поиске работы. Также вот, имея одно образование, можно пройти профессиональную переподготовку, что повышает конкурентные преимущества дает при поиске работы. Вот хотел бы всем посоветовать. И вот Степан Иванович озвучил то, что я раньше, по-моему, не слышал. То, что работодателям возможно возмещение, да, вот, тех расходов, которые они понесли вот на переобучение. Вот когда я работал, у нас, когда деньги есть, обычно у нас было так, что времени не было учиться, как бы. И потом, когда время было, уже денег нет. И в основном люди проходили, вот я по контрактной системе прохожу переподготовку, стоимость это 30 тысяч. А вот мой коллега в прошлом году из своих денег заплатил. Он не работает контрактным управляющим, но он член комиссии. И ему пришлось 25 тысяч заплатить из своего кармана. А так очень удобно, то, что вот направляет, и то, что вот Степан Иванович сейчас озвучил. Всем спасибо за внимание. Ну, на самом деле, конечно, нужно обязательно получить статус человека предпенсионного. Этот статус выдает пенсионный фонд, как называется, пенсионный фонд, да, по Республике Саха-Якутия. Обязательно. Да, вот такая вот возможность есть. И хотела бы сказать, что в Якутской госсельхозакадемии предоставляется также общежитие для желающих. Да, да, это тоже очень, да, большой плюс, да. Дальше. Еще есть вопросы, предложения? Тогда напоминаем то, что у нас идет прямая трансляция и на сайте ИСИАДа. И хотелось бы, чтобы именно вот такие вот национальные проекты, они поддерживают... что-то есть? Давайте, Всем еще раз добрый день, уважаемые зрители, уважаемые члены круглого стола, уважаемые гости. Меня зовут Куприянов Дмитрий, являюсь магистрантом исторического факультета СЛФУ. Сейчас у нас прошел вот как раз первый год моего обучения. У нас проходят вот как раз производственные практики непосредственно у нас в музее. Вопрос конкретно такой. Ранее я, получается, имел тесные рабочие контакты с окружной администрацией нашего города Якутска. Очень много слышал о проекте как раз молодежной биржи труда, о занятости молодежи. И, соответственно, тогда стоял острый вопрос о том, как раз о студентах, о том, как проходит легализация их практики как рабочего стажа. Я, к сожалению, будучи окончившим бакалавриат, столкнулся с такой проблемой, что нас, как специалистов своей профессии, бакалавров, не хотели принимать на работу, потому что у нас банально не хватало якобы опыта. Хотя за 4 года мы проходили широкий просто объем часов именно по нашей непосредственной профессии. Обратились уже за помощью к частникам, к предпринимателям, которые как раз занимались индивидуальным предпринимательством по нашему направлению. И только они на свой страх и риск принимали нас на работу на время. И то, чтобы мы могли набраться опыта. Поэтому вопрос такой следующий. Как сейчас обстоят дела с практикой легализации и какие примерно ожидаются прогнозы по данному направлению? Спасибо за вопрос. В прошлом году был принят закон, так называемый, о молодом специалисте, который регламентирует прием на работу молодых людей, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Саха-Якутия, в государственные предприятия или предприятия с государственным участием. При этом это должен быть молодой человек, который не имеет опыта работы, впервые ищущий эту работу. Значит, установлены такие критерии, что для таких предприятий численностью до 100 человек не менее 1% должно быть молодых специалистов, там, где более 100 человек, не менее 2%.
Буквально 30 мая текущего года мы приняли порядок правительством Республики Саха-Якутия, был утвержден данный порядок. Государственный комитет занятости будет мониторить трудоустройство молодых специалистов, которые не имеют опыта работы. И, соответственно, если государственные предприятия берут его на работу, они полностью по трудовому законодательству оформляют трудовые отношения. Если ваш вопрос касается неформальной занятости молодежи, то в данном направлении мы тоже ведем работу на всех ярмарках вакансий, которые у нас работают, на всех выпускных мероприятиях, которые проходят у нас в учебных заведениях, в том числе в ЕГСХ. Мы проводим беседы о том, насколько неправильно идти на поводу у работодателей, которые не собираются с вами оформлять трудовые отношения. Во-первых, вам не гарантируется стаж, вам не гарантируются никакие социальные выплаты, в том числе больничные, отпускные, проезд в отпуск и все остальное, предусмотренное трудовым законодательством. Чем больше молодые специалисты будут об этом знать, тем меньше у нас будет неформальной занятости. Спасибо. Да, и хотелось бы добавить, есть указ президента Республики Саха-Якутия от 2012 года. Если молодой человек, окончивший вуз или СУЗ, едет работать на село, это по сельхознаправлениям, то он получает именно добавку к заработной плате от 6 до 16 тысяч рублей в месяц дополнительно к заработной плате. Ну, тоже очень хорошо. Это не касается ЛПХ, это личные подсобные хозяйства и ИП. А все остальные, они уже просто нужно оформить и записать в трудовой книжке в отделе кадров. Ну, если все вопросы, предложения исчерпаны, всем спасибо за участие и приглашаем... можно, конечно, Руслан Михайлович. Иванович, вы много ездите по промышленным предприятиям, да? Это Колмар, Мечел. Они не говорят, в каких специальностях они нуждаются именно? Какие примеры есть? Знаете, да, все горнодобывающие предприятия, будь то даже угольное или золотодобывающие предприятия, у них набор профессий практически идентичен. Да? Это, во-первых, водители большегрузных автомобилей, БелАЗы там и так далее. Это автопогрузчики, это слесари, ремонтники, это электросварщики, это те рабочие профессии, по которым наши техникумы, колледжи и другие учебные центры готовят на уровне и готовят в достаточном объеме, количестве. Так, то есть набор профессий, он буквально там 8-10 профессий, идентичные они. То, что компания «Алрос» там и так далее, они же все горнодобывающие. Так, поэтому здесь набор он такой, он известен. И, пожалуйста, вот молодежь тоже. У нас Южно-Якутский технологический колледж, Алданский политехнический техникум. Это такие базовые колледжи в Нингре и в Алдане, которые готовят достаточное количество и на достаточном уровне. Спасибо. И второй вопрос по подростковой занятости с 14 лет. Ну вот это мероприятие на самом деле тоже очень востребовано. Так? Есть, занятость у нас летняя, в период летних каникул. Так? Дети от 14 до 18 лет обеспечиваются работой. Здесь служба занятости, центры занятости работают тесно с работодателями. Так? Мы там доплачиваем определенную часть заработной платы, так, но надо понимать, что трудовым законодательством время работы несовершеннолетнего ограничено, так, до 7-6 часов, в некоторых случаях вообще полдня работают, ну и соответственно заработная плата, они получают там 4, 6, 10 тысяч и так далее. В этом году мы более 5 тысяч обеспечиваем, да? 5 тысяч, где-то 5,5 тысяч детей в целом по республике. Ну, второй год мы практикуем это для детей оленеводов, так, 260 детей, тоже обеспечиваем заработной платой, работой, но это тоже приучение к традиционному виду деятельности, оленеводству там, и так далее. Поэтому вот такое решение правительства принято, и второй год мы детей коренных малочисленных народных сил в этом плане тоже поддерживаем. Просто по роду своей деятельности ко мне обращаются очень многие родители
спрашивают, где это обучают, куда обратиться. Ну, это надо обращаться в центр занятости по месту жительства. Так, в каждом районном центре у нас центр занятости, который вот и обеспечивает, значит, этой работой. Так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ни у кого не осталось вопросов? Еще вопрос? Можно? Ага. Я хотел бы задать вопрос Степану Ивановичу. Насчет возмещения затрат, это с какого года вы возмещаете работодателю? Вот это вот впервые федеральный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», он запустился в этом году. С 19 Только в этом году? Только в этом году. А. Это для лиц именно предпенсионного возраста. Все. Вы можете обратиться сейчас, значит, к руководителю организации и поставить этот вопрос. С ним заключен договор, и это можно реализовать. Хорошо? Ну, спасибо всем за участие. Спасибо. Всех приглашаем на общее фотографирование. Следующая встреча у нас будет в июле. Мы планируем в июле 2 встречи. Ага. Есть предложение по занятости молодежи, да? Я так понимаю, очень много вопросов на эту тему. Давайте запланируем, я думаю, где-то в августе, в сентябре, когда студенты вернутся в город. Спасибо. Вам всем спасибо.